Салам, Сиримбе Чувашла Галажар Галарам, Тадауна Ердюжи, Ебе Ильдияр Александров. Всем привет! С вами передача «Говорим по-чувашски» и я ее ведущий Ильдияр Александров. Говорить по-чувашски – это не только о языке, но еще и о чувашском мировоззрении. Мы можем говорить на любом языке, но по-чувашски, потому что так мы устроены. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас в гостях 4 прекрасные дамы, им предстоит сразиться в знаниях чувашского языка и чувашской культуры. Давайте познакомимся с ними. Ольга Еремеева, 19 лет, родилась в Комсомольском районе Чувашской республики, студентка, увлекается рукоделием и бисероплетением. Марина Филиппова, 19 лет, родилась в Урнарском районе Чувашской республики, филолог, увлекается фотомодельством и сочинением стихотворений. Екатерина Дементьева, 22 года, родилась в Буинском районе Республики Татарстан, банковский работник, любит проводить время с мужем и с друзьями. Екатерина Ракчиева, 30 лет, родилась в Яндиковском районе Чувашской республики, журналист, любит путешествовать. Итак, правила нашей телевикторины просты. Вам предстоит ответить на 5 вопросов различной степени сложности. Они охватывают все сферы жизни чувашского народа. На них существует 4 варианта ответа. На обдумывание каждого вопроса мы выделяем 10 секунд. У вас в руках находятся таблички от 1 до 4. Каждый из них соответствует определенному варианту. За первый вопрос вы получаете 1 балл, за второй 2, за третий 3 и так далее. За 10 секунд надо выбрать правильный вариант ответа, то есть который вам покажется наиболее правильным, но менять ответ после того, как вы табличку уже подняли, нельзя. У вас есть 2 помощника, знания и удача. Я желаю вам удачи! Спасибо. Итак, первый вопрос. Он касается непосредственно чувашского языка. В чувашском языке нет исконных слов, которые начинаются на эту букву. Если мы и услышим слово, которое начинается с этого звука, то точно можем быть уверены, что слово заимствовано из какого-либо языка. Притом этот же звук в другом положении является одной из главных особенностей нашего языка. О какой букве идет речь? Вариант ответов: С, Р, Т, Ч. Давайте начнем обсуждение. Ольга, почему вы решили, что это буква Ч? Ну, мне так кажется. Буква Ч. То есть тот вариант, например, тот момент, что... Интуиция так подсказала. Само название Чуваш ни о чем не говорит. Юрия. Екатерина Дементьева, почему вы решили выбрать букву Ч? Мне показалось, что буква Ч, она как-то пришла с русского языка. То есть не родной звук, как будто бы. Да. Марина? Мы не часто используем букву «Р» в чувашском языке. В основном только это слова, которые используются только в русском языке. Например, рояль. Хорошо. А Екатерина, почему буква «Р»? Просто я помню, что чувашский язык у нас есть ротацизм и ламдаизм, поэтому я думаю, вот ротацизм как раз, «Р», буква «Р», да, и буква «Р», поэтому я выбрала второй вариант. Хорошо. Так, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Ага. Да, действительно, это буква «Р». Буква «Р», потому что нет исконных чувашских слов, которые на эту букву начинаются. А все слова, которые у нас начинаются на букву «Р», например, «ратне» или что-нибудь еще, они, как правило, заимствованы из других языков. Хорошо, мы идем дальше. Второй вопрос мы посвящаем чувашской мифологии. Как вам известно, предки чуваши и волжские булгары переселились на Волгу с Северного Кавказа. С собой они принесли сюда нашего главного эпического персонажа. В наше время этот образ является своего рода символом волжских болгар. Кто это? Варианты ответов. Первый вариант – Тура, второй вариант – Аржури, третий вариант – Улыб, четвертый – Азамат. Тура, Аржури, Улыб, Азамат. Ольга, почему вы решили, что это Аржури? Я вспомнила персонажа Аржури из произведения, и поэтому выбрала его. Хорошо. Так, у нас Аржури эпический. Персонаж Марингал. Хорошо. Марина, вариант Азамат. На самом деле я сомневаюсь в правильности, но просто в чувашском языке не часто можно слышать азамат. Хорошо. Екатерина, почему Аржури? В чувашскую литературу, когда читала в школе, мы изучали Аржури. Я единственное, что поняла, вспомнила из школьной программы, это Аржури. Хорошо.
Катя? Ну, на самом деле, просто нельзя сейчас менять варианты ответов. Сейчас бы я поменяла, честно говоря, на другой вариант ответов. Наверное, я просто долго задумалась. Я бы поменяла на улыб. Но это сейчас не даст, да, мне балл, потому что я все равно выбрала второй вариант. Итак, ну хорошо, мы приняли все варианты ответов, посмотрим на правильный. Да, Екатерина, вы были правы, это действительно Улоб. Персонаж очень сложный, единственный эпический, единственный чувашский эпос, который у нас сохранился. Ну, в полном виде это эпос Улоб, конечно. И он является своего рода символом волжских булгар. То есть, когда мы видим мифы про Улоб, значит, мы видим мифы про волжских булгар, по сути. Поэтому такой важный персонаж. Ну, всем ставлю минусы. Катя, я бы поставил вам плюсик, но... Нет, я за, правило есть правило, поэтому мы его принимаем. Да, спасибо. Переходим к третьему вопросу. Третий вопрос мы посвятим традиционным нормам поведения. Чувашской женщине не разрешалось появляться на людях в таком виде. Говорили, что если их видно, то различные злые духи могут в них поселиться. Во время грозы их обязательно прятали. Притом, девушкам частично показывать их разрешалось. Во время некоторых обрядов, кстати, нельзя было прятать их. Женщин, пренебрегавших этим правилом, называли неприятными словами. Есть даже устойчивые выражения, например, «селиме карчик». О чем речь? Первый вариант ответа – о плечах, второй вариант – о голенях, третий вариант – о волосах, четвертый вариант – о ступнях. Плечи, голени, волосы, ступни. Хорошо. Итак, я вижу ваши варианты ответов. Екатерина, почему вы решили выбрать плечи? Потому что я считаю, что чувашские женщины, Олега Валдан, не должна оголять свои плечи. Ну, ответ, конечно, принимается, но ладно. Екатерина, почему волосы? По логике, послушав вопрос, в них могли поселиться, в них во множественном числе, по нашей вере могли притянуть вот эти злые духи. Я думаю, поэтому склоняюсь к этому варианту. Плечи их 2, голени 2, ступни 2. Волос-то больше. Хорошо. Марина? Распущенные волосы вообще считались признаком распущенности, и поэтому их стоило прятать. Хорошо. Ольга? Я соглашусь с Екатериной и Мариной, и поэтому тоже за волосы. За волосы. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант. Конечно, это волосы, да. Я по традиции. Побежала. Мы с тобой. Главная поддержка. Действительно, волосы нельзя было показывать, особенно женщине, если она уже замужем. А девушкам разрешалось показывать свою косу. Но, кстати, есть среди верховых чувашей разрешалось немного показывать волосы. То есть головной убор не полностью голову покрывал, в отличие от женщин других этнографических групп. Считалось, что волосы могут залезть злые духи. Ну, поздравляю, можете похлопать друг дружке. Чувашию называют краем 100 тысяч песен, поэтому следующий вопрос мы посвятим чувашской музыкальной культуре. Уби качман шерменжень и бир качса гильдемер. Уби духман варманжень и бир тухса гильдемер. Мы перешли через овраг, через который медведи перейти не могут. Мы вышли через лес, через который медведи пройти не могут. К какому жанру чувашских календарных песен относятся эти строки? Первый вариант – свадебные. Второй вариант – песни обряда сырень. Третий вариант – хороводные. Четвертый вариант – лесные. Свадебные, обряд сырень, хороводные, лесные. Хорошо, давайте начнем обсуждение. Давай, по традиции, Екатерина. Или Почему? по старшинству. Почему свадебные? Ну, слова такие. Обычно, когда приходят за невестой жених, то поются песни «Ради тебя, дорогая наша невеста, мы там одолели медведя, леса». Ну, логика понятна, да? Логика понятна. Екатерина, почему Моя свадебные? логика такая же, и плюс я еще недавно вышла замуж, что мы просто в голове туй, Юрий, туй. А тут поздравляем, да, Екатерина? Хорошо. Марина? Я тоже полностью их поддерживаю, потому что мужчина прошел через многое, издалека прошел многое и пришел наконец-то к невесте. Хорошо, логика понятна. Ольга? Я изначально, конечно, хотела выбрать первое свадебное, но почему-то выбрал второе.
Почему-то. То есть Почему? не по конкретному второй признаку. вариант какой был? Сырень. Обряд сырень. Хорошо. Ладно, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Ага. Итак, на самом деле эти строки встречаются и в свадебных песнях, а также они встречаются в песнях обряда сырень. Конкретно этот обряд, вот эти строки, они взяты из песни, которая записана в деревне Латышево Янтиковского района. Это песня обряда сырень. Почему здесь правильный вариант ответа обряд сырень? Потому что к какому жанру чувашских календарных песен мы относим? Свадьба у нас празднуется не по календарю. Да, вот об этом я подумала тоже. Заключительный вопрос мы посвятим выдающимся людям Чувашии. Это человек и поэт, и переводчик. Он сюрреалист. В родной Чувашии он столкнулся с тем, что его творчество не приняли и не поняли. Он писал на чувашском и на русском языках. Его настоящая фамилия Лисин. В своем творчестве он постоянно обращается к архетипам народного сознания. Его стихосложение отличается авангардизмом. Назовите имя этого человека. Первый вариант – Александр Алга. Второй вариант – Щечпель-Миши. Третий вариант – Щемень Эльгер. Четвертый вариант – Геннадий Айги. Я так и думала. О чем говоришь? Итак, самый сложный вопрос. Единогласно вижу ваши варианты ответов. Хорошо, давайте начнем обсуждение. Ольга. Потому что все характеристики подходят к этому человеку. Хорошо, Марина. Буквально недавно проходили на паре. Повезло. Екатерина. Я тоже школу проходила. Помню, что первые 3 их творчество принимали сразу же. Но 4-го не принимали. Хорошо, Екатерина. Ну, на самом деле в вопросе уже понятно, про кого. Фамилия Лисин о многом говорит, потому что на самом деле его настоящая фамилия – это Лисин. И правильный ответ – Геннадий Айги. И даже не надо смотреть сейчас на экран, потому что мы все абсолютно заработали балл. Давайте все же посмотрим. И тут вау-вау-вау-вау. Ладно, поздравляю, это действительно Геннадий Айги. Итак, я иду подсчитывать баллы. Мы подвели итоги, и по всем результатам, по всем показателям у нас победила Ольга Еремеева. Поздравляем! Остальные девочки тоже молодцы, баллы хорошие набрали. А вот с вами была передача «Говорит по-чувашски», ее ведущий Ильдияр Александров. Мы поздравляем победителя Ольгу и говорим, что она действительно чавашла галажать. Давайте же стремиться быть самыми умными. До скорой встречи. Щибер!